Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Арман». И я, ее ведущая, Милеша Идрисова, и режиссер Гульнафис Хусаинова предлагаем вам вместе с нами окунуться в совершенно особенный мир. Мир музыки. Одного из ведущих композиторов Республики Башкортостан, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Башкортостан Рашида Рахимовича Зиганова. Рашид Рахимович сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. День добрый. Напомним нашим слушателям, что программа идет в прямом эфире. Наш телефон 272 85 47, 272 85 47. Звоните, участвуйте в беседе, тем более, что Рашид Рахимович не столь частый гость в нашей студии, как хотелось бы. И сегодня мы имеем более чем хороший, достойный повод для такой встречи в июне. И я хочу вас поздравить в первую очередь, прежде чем приступить к нашей беседе, с этой прекрасной датой. Это замечательный возраст, это возраст зрелости. Интересно было узнать, как вы сами относитесь к таким датам. Большое спасибо. К юбилеям я отношусь хорошо, потому что это единственный момент, когда возможно какое-то финансирование концертной и творческой деятельности. Но в прежние времена, теперь я могу уже говорить, да, это, конечно, было очень так сильно финансировалось, поставлено на хорошую основу. Сейчас другие времена, сейчас нет таких возможностей. В Союзе композиторов вообще все очень бледно, скажем так. Тем не менее, день рождения это всегда хорошо? Да, мы собственными средствами, собственными силами пытаемся как-то активизироваться, поставить точки, отметить окончание 8-й симфонии, к примеру, да, подвести итоги, закончить сонату фортепианную очередную. Правда, я пока еще и не закончил 9-ю. Каждый юбилей стимулирует к творчеству, но в большей степени, конечно же, творчество стимулирует, когда есть какие-то приглашения, радио, телевидение, когда есть интерес к этому творчеству, и когда есть возможность исполнить, то есть, собственно, финансирование. Ясно. Что сейчас пока весьма-весьма ограничено. И тем не менее, давайте же все-таки будем оптимистичны. И сейчас предоставим нашим радиослушателям все-таки оглянуться назад на пройденные, написанные, на сделанные, сотворенные Рашидом Зигановым, композитором. И послушаем все вместе песню, одну из самых ваших популярных песен в исполнении Венера Абдуллина. Представление о композиторе, который сочиняет в заперти, вдали от всех, в тиши кабинета,
у вас настолько это все активно сочетается с какой-то и общественной работой очень активной, и педагогической деятельностью суперактивной. И в то же самое время вы являетесь одним из самых плодовитых композиторов нашей республики. У вас столько сделано, это огромное количество. Здесь, причем такое разнообразие жанров, направлений. Здесь и симфоническая музыка, это и балеты, и камерно-инструментальные, и песни, огромное количество. Знаете, я, готовясь к этому эфиру, я просто открыла для себя, что у вас оказывается огромное количество песен, причем многие из них очень популярны, известны. Когда все это успеваете? Плодовитый, мне не нравится термин, несет негативный. Это в хорошем смысле. Трудолюбивый, Да. Работающий по системе. Когда есть система, тогда... В чем она заключается? Ну, это и ритм жизни, это и расписание, это, систематичность. Правда, я сейчас уже стал нарушать, потому что стало как бы неинтересно. Если неинтересно, объясню почему. Если композитор, становится, скажем так, невостребован, покажется странным, в том смысле, что гонорарный фонд отсутствует, да? В Союзе композиторов вот уже 3 года мы не получаем вообще ничего, 4 даже, 4 года у нас последний гонорар, благодаря Даниилу Ильичевичу Хасановичу, его письма в Москву, значит, мы получили последний раз гонорар, и все, и после этого у нас ничего нет, нет финансирования, нет стимула. Композитор же пишет, вот он должен как бы и кормить себя, да. Вы знаете, это, наверное, ситуация не только свойственная для Башкортостана, Башкортостану, это вообще общая беда всей нашей российской музыки, академической музыки имеется в виду. Видимо, вот такое вот время наступило, но я считаю, я склонна смотреть на все с оптимистической точки зрения. Я тоже оптимист, но факты нужно констатировать. Серьезное академическое творчество перестало финансироваться. И это, в общем, общая тенденция. А нефинансирование как науки, так и академической музыки, они, конечно же, будут иметь какие-то отрицательные последствия, мне так кажется. При том, что я продолжаю так вот потихонечку работать, но уже для себя. Для себя. Основную массу творчества я создавал тогда, когда было активное финансирование, когда были заказы. Да, были заказы конкретные, приглашал оперный театр прослушивать балеты, и замечательный балетмейстер Индус Хайбулович Кабиров, да, вот он приходил ко мне, говорил, давай, сколько сделал? Я говорю, вот столько. Я как бы отчитывался, и мы шли, показывали, это было интересно. И даже несмотря на то, что сейчас невозможно ничего поставить, для этого нужны огромные средства, собственные средства я не сторонник вкладывать в постановку собственного балета. Я считаю, что композитор должен не сам платить, чтобы балет поставить, а в том, чтобы ему заплатили. Да. Потому что, это работа, Конечно. То же самое вот с юбилеем последним, значит, когда мне приходится оплачивать, мне было предложено в Союзе композиторов там, что я проведу юбилей, но финансирования нет. То есть я должен рассчитаться с исполнителями, с пианистами, дирижерами сам. Мне это кажется неинтересно. И я нашел альтернативный вариант. Сейчас, слава богу, есть социальные сети. И свой юбилей я провел в Фейсбуке, ВКонтакте и Ютубе. И провел достаточно бурно, показав многие последние работы. И в частности, значит, непоказанную 5-ю симфонию, значит, плохо тоже транслируемую 7-ю. Как бы это и есть другая форма, альтернативная, виртуальная слава форма. Богу, что она есть. Она есть. Совершенно логичный напрашивается вывод о том, что сегодня композитор, он должен дружить со средствами, не только с средствами массовой информации, привычными, да, но и с сетями. Да. И использовать все возможные средства.
Ну, я думаю, знаете как, настало время послушать немножко музыку, да? Давайте предложим фрагмент из 5-й симфонии Рашида Зигана. Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас в студии композитор, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана Рашид Рахимович Зиганов. Рашид Рахимович, давайте вот пару слов о прозвучавшем сочинении. Да, с удовольствием. Дело в том, что симфоническая музыка
Это такая очень зашифрованная форма отражения реальности, истории, истории нашего народа. И пятая симфония на самом деле была написана очень давно, когда еще первый президент там, приступил к своим обязанностям, Муртаза Гулчия, ему посвятил это сочинение и как бы предвосхитил всю историю. Сочинение на самом деле это симфония называется Габдрахман. История. Почему Габдрахман? Габдрахман, ну, меня всегда интересовали вот эти факты, как сыновья Габдрахмана были, вот, ну ладно, мы не будем говорить о историческая да, подоплека. да, да, потому что мы заходим в область политики, здесь нежелательно композиторам этим заниматься, но Габдрахман, если кто хорошо знает эту песню, она, во-первых, использована в симфонии, судьбу этого великого князя тоже, наверное, представляете. И в песне говорится: «Не верь друзьям отца, подводят и отцовские друзья». Все вот это было в симфонии у меня как бы протранслировано и с удивительной параллелью через многие годы как с Габдрахманом, так и с нашим Муртазой Губайдуловичем произошла такая же аналогичная ситуация. Ну вы, получается, что вы так это правительски немножко предвосхитили события. Да. Такая же ситуация. Ну все, наверное, а может быть, кто не интересуется, кто-то не знает, что произошло, на что я намекаю. Но, послушав симфоническую музыку, можно понять реальную, не ту историю, которую пишут у нас обычно в учебниках, а реальную историю, которая, вот, значит, скажем, слегка умалчивается, слегка корректируется. А меня, вы знаете, вот сейчас посетила мысль о том, что вопреки утверждениям о том, что человек искусства аполитичен, он должен быть над политикой, он должен быть свободен от всяких вот таких течений, противодействий, противоборств. Тем не менее, человек пишущий, человек творящий, он не может быть свободен от того, что его окружает, правильно? Он живет не в пещере, не в джунглях, он не может быть свободен от того, что происходит вокруг, от жизни. Собственно, и не должен. Это стимул творчества. Конечно. Единственное, что нужно быть объективным, отражать как зеркало, не субъективно, вот так вот с каким-то, может быть, негативным оттенком, а быть отстраненным. А вы не собираетесь посвятить очередное произведение, скажем, Рустему Закиевичу Хамитову? Ну, почему? Ведь величие человека в его достижениях. Если, ну, скажем так, мы почувствуем, что все, что он сделал, это гениально, это здорово. И если что-то сподвигнет на творческие подвиги, то, возможно, родится очередная симфония. Да, 9-я симфония может быть другому замечательному человеку. Это все реально. Композитор – это как мама, которая пестует своих детей. Каждое сочинение – это как родное дитё. И, наверное, неправильно вот мне, как человеку музыкальному, задавать вопрос о том, что же вам все-таки ближе. Музыка академическая, ваши симфонии, ваши сонаты, камерные инструментальные сочинения, или же театральная музыка, да, балетная музыка, музыка к драматическим спектаклям, песни. И все же, вот в какие-то минуты слабости, скажем, когда вы отдыхаете, что вы включаете себе, чтобы послушать, дать отдохновение душе и телу? Что из своего вы слушаете? Но чем сложнее жанр, тем он для меня лично интереснее. Я люблю преодолевать. Если, допустим, песенный жанр, он не считается сложным, ну, это музыка отдыха. Что тоже спорно, я бы сказала. Ну, может быть. Ну, не всякий композитор может написать такую песню, которую будут петь все, правильно? Да, но если говорить о приоритетах, вы задали вопрос, то в моих приоритетах, безусловно, это симфоническая музыка и музыка балетная, та, которая требует наивысшей абстракции, наивысшей подготовки и наивысшего сосредоточения. Поэтому мне ближе балет, симфония. Ну, а часть оперы, но с оперой еще сложнее, постановка оперы дороже балета вдвое. То есть все определяют вот
такие вещи. Но эти три жанра являются основополагающими для меня. Опера, балет и симфония. Но работаю я в большей степени по заказу, и поэтому большее количество у меня сонат для фортепиано, пианистов много, поставлено дело. К счастью. Да, к счастью нашему. Да, у меня скрипичные сонаты, вот 4, есть сонаты для духовых. То есть это произведение для людей, добившихся выдающихся результатов значит, в своей специальности, волторнисты, кларнетисты, вот он, по моим сочинениям можно, виолончелисты, кстати, 2 виолончельные сонаты, и есть там совершенно замечательные исполнители. Меня стимулируют исполнители очень часто. Когда я вижу уровень, высочайший уровень исполнения, я хочу писать. Я создаю это сочинение. Когда в каких-то, допустим, областях, ну, допустим, я не вижу выдающихся тубистов, и для тубы не пишу. Ну, такой инструмент. Или контрфаготистов. Шутка. Ваши сочинения исполняются как в нашей республике, так и за пределами. Башкортостана, в том числе и в Москве, и в Казани, и в Париже исполнялись. Кроме того, вы являетесь председателем молодежной секции Союза композиторов, и много ездили также в разных странах, и исполнялась ваша музыка. Как же вам удается выходить за пределы республики, это вот вне вашей общественной деятельности? Это каким образом вы налаживаете вот эти контакты? Ну, по-разному удавалось. Иногда это была такая вот общественная работа, когда был там директором из фонда, приходилось ездить в Москву, разговариваешь с людьми, они говорят, что есть такая-то поездка, вот, ну ты, естественно, моментально соглашаешься, и посещая другие страны, и можно, ну, какие-то вот контакты налаживать, связи. Другой вариант, у нас были замечательные пианистки, которые сами ездили во Францию, в Париж, в частности, ездили наши девочки. Они вывозили вашу музыку? Да, я им давал сочинения, им, видимо, что-то такое местное просили играть, и мои сочинения звучали таким образом. Иногда фестивали какие-то, когда приезжают, допустим, из Японии, известная пианистка в Японии Томоко Накагава, она участвовала в фестивале международном, я ей передал свое сочинение, оно исполнялось таким образом, значит. Вот как-то иногда случайно, иногда целенаправленно я стремился посылать сочинения исполнителям. Ну, в общем, это активность, требуется активность, когда человек... То есть композитору недостаточно писать хорошо. Тут требуется, чтобы он был и продюсером, нет, и импресарио. Оформить хорошо. Оформить Сначала хорошо. Да, потому что ноты плохо написаны, вот каракули бывает, я смотрю, студентов иногда ругаю, да. Но вот человек, любой исполнитель, он видит прежде всего графический текст, и если это все безобразно, ему не хочется это играть. Поэтому нужно красиво это оформить, первое. Второе, иметь возможность распечатать в электронном виде. И чтобы можно было как угодно, я не знаю, хоть по скайпу, хоть значит, по электронной почте послать исполнителю, чтобы у него были ноты и была аудиозапись. Он мог послушать и подумать, буду я это играть или нет. То есть нужно осваивать технологии, композитор обязан осваивать технологии, сети, значит, ну и вот эту вот систему электронного копирования собственных произведений.